Здравствуйте, дорогие ребята! Тема нашего урока – символы Казахстана – наша гордость. Сегодня мы научимся составлять связанные предложения по опорным словам, находить значения незнакомых слов, а также научимся соблюдать грамматические нормы. Я хочу вам пожелать хорошего настроения и интересных открытий. Сегодня мы поговорим о нашей Родине и о ее символах. А как называется наша Родина? Правильно, наша Родина называется Республика Казахстан. Это суверенное государство, которое имеет свои границы, свои законы, по которым живут люди. А еще имеет свою символику – флаг, герб и гимн. Ребята, откройте учебники на странице 14. А теперь посмотрите на первое упражнение. Двигаясь по стрелочкам, составьте слово из букв. Узнайте значение этого слова, пользуясь энциклопедией или интернетом. Запишите в тетрадь значение этого слова. Справились? Молодцы! Перейдем к следующему заданию. Упражнение второе. Внимательно вместе со мной прочитайте текст. Символы – это рисунки, знаки, заменяющие слова. У любого государства есть свои символы, которые отражают историю государства, народа, их традиции. Это государственная символика, флаг, герб, гимн. Это знаки единения народа. Есть они и у нашей Республики Казахстан. Каждый гражданин страны обязан знать и с уважением относиться к государственным символам. Ответьте на вопросы. Что есть у любого государства, в том числе и у Казахстана? Что означают государственные символы? Что обязан знать и уважать гражданин страны? Перескажи текст. Найди значение слова «герб» и запиши в тетрадь. Обратите внимание на прописание следующих слов. Государственные символы. Герб, флаг, гимн. Запишите их в тетрадь. Ребята, в следующем задании вы должны к слову на русском языке правильно подобрать слово на казахском. Запишите эти слова в тетради. Получилось? Молодцы! А знаете ли вы, что в 1992 году, 4 июня, были впервые утверждены государственные символы независимого Казахстана? Государственный флаг Республики Казахстан создал художник Шакен Ниязбеков. Голубой цвет флага является символом мира и единства. Золотое солнце обозначает покой и богатство нашей Родины. Орел, который распростер крылья, символ независимости и свободы. На флаге около древка есть полоска из элементов казахского орнамента. А вот так, ребята, выглядит национальный герб Республики Казахстан. Авторами государственного герба Республики Казахстан являются известный архитектор Жанарбек Малибеков и Шотан Аман Валиханов. Основа герба – шанрак, символ очага, мира и семьи. Тулпары, волшебные скакуны, обозначают крылатые мечты и стремление к лучшему. Звезда, украшающая герб, ведет нас в светлое будущее. А колосья пшеницы – это богатые урожаем поля нашей страны. Государственный гимн Республики Казахстан – это торжественная песня о любви к родине. Гимн Казахстана прославляет силу, труд и гордость нашего народа. Автор музыки – композитор Шамши Қалдаяқов, а слова написали Жумекен Нажмеденов и Нурсултан Назарбаев. Мы любим нашу Родину, свободную и независимую, гордимся ее доблестными защитниками и людьми труда. Поэтому гимн в знак уважения к своей стране слушают стоя. А теперь, ребята, перейдем к пятому упражнению. Прочитай предложение, измени слова в скобках. Запиши правильно. Государственные символы могут рассказать о чем? Об истории чего? Голубой цвет на государственном флаге является символом чего?
Следующее задание. Упражнение 6. Вы должны правильно дописать предложение. Ребята, если вы внимательно меня слушали, то вы, я надеюсь, отлично справитесь с этим заданием. Автором государственного флага Казахстана является... Автором государственного герба являются... Авторами государственного гимна Республики Казахстан являются... Ребята, сегодня мы поговорили о главных символах нашей страны. Что они обозначают? Что обязан знать и уважать гражданин страны? Я знаю, что каждый из вас вырастет настоящим патриотом Республики Казахстан. Ваше домашнее задание. Страница 15. Упражнение 5. Составьте предложение из данных слов. И второе задание, творческое. Расскажите своим друзьям, что интересного вы узнали на уроке. До новых встреч, ребята!